1157-й день войны. Стив Уитков повез в Москву предложение от США, а Трамп продолжает настаивать, что мир уже вот-вот будет заключен. Также он сделал первое могучее действие для оказания давления на Россию, написал твит, в котором сказал: «Владимир, стоп», комментируя чудовищную ракетно-дроновую атаку России по Киеву и другим городам Украины с большим количеством жертв среди мирного населения. Также на вопрос журналистки, на какие уступки РФ пойдет по предлагаемому США миру, Трамп ответил, что уступка заключается в том, что Россия не будет захватывать всю Украину целиком. В общем, это все продолжает напоминать какую-то кровавую клоунаду, порождая разве что мемы и слабо напоминая реальные попытки принудить Путина к миру. К вопросу о великой уступке России, которая, так уж и быть, не будет захватывать всю Украину. Z-блогеры сообщают, что Минобороны продолжает брать населенные пункты в кредит даже в Курской области. Информация официального российского ведомства об освобождении населенного пункта Олешня, по данным солдат РФ, не соответствует действительности. Речь идет о Курщине. Также солдаты продолжают комментировать заявление Путина о том, что очень много дронов производит отечественный ВПК. Z-каналы настаивают, президента вновь водят за нос. Количество пропавших без вести солдат РФ превышает отметку в 58 тысяч человек, выяснила Верстка. Это цифры, не включающие тех, кто записан в списке самовольно оставивших часть. А я напомню, что нередко пропавших вносят именно в них, чтобы избежать геморроя. Ну а к участи пушечного мяса начали готовить уже с рождения. Новорожденных в России одевают военную форму для выписки как минимум из Кемеровского роддома. Чем ближе 9 мая, абсолютно исковерканный Путиным праздник, плюющий в лицо тем реальным ветеранам, что боролись с фашизмом, среди которых есть и моя прабабушка, и мой прадедушка, которые были. Они, к сожалению, уже ушли, но тем не менее. Тем больше извращенного победобесия прилетает со всех сторон. Об этом и многом другом в сегодняшней свежей сводке, поддержать которую вы можете вашим лайком, комментарием и подпиской на канал. Все эти действия помогают продвигать видео, особенно ваши подписки во время просмотра или сразу после. Это важный показатель для алгоритмов YouTube. Если он видит, что люди подписываются, то он думает, что видео надо распространять шире. Поэтому спасибо большое всем, кто подписывается, спасибо, кто уже подписался, кто ставит лайки, кто пишет комментарии. Ну а мы переходим к тому, что произошло за минувшие сутки. Вчера я сказал, что спецпосланник Трампа уже вылетел в Москву, что, судя по всему, была недостоверная информация. Я прошу за это прощения, не перепроверил инфу Униана. Однако Уитков все-таки летит в Москву, по крайней мере, сообщается, и должен сегодня встретиться с Путиным. Это анонсировал и Трамп, и подтвердил Лавров. Спецпосланник Трампа Стив Уитков, по словам Bloomberg, привез Путину мирные предложения. Они выглядят не прям дикими, что некоторым образом вызывает вопрос, как именно Путин на них согласится. Бытили, например, телеграм-канал полагает, что на такое он может не пойти, точнее, пойти не может вовсе. Он объясняет по пунктам, почему для российского диктатора такое вряд ли приемлемо. США потребуют от Путина признать право Украины иметь собственную армию и оборонную индустрию. Признание этого права позволит Украине иметь адекватную, экипированную, снаряженную армию, какой ее хотела бы видеть Европа и сама Украина. Это будет означать, что Путину придется отказаться от демилитаризации, одной из основополагающих целей его СВО, пишет Bloomberg. Bloomberg абсолютно правы, делится своим мнением Бытили. Поставить свою подпись под договором, который признает право на существование самой крупной, самой сильной армии в Европе, станет абсолютным унижением для Путина. Именно поэтому он никогда на это не пойдет, считает Бытили. В Стамбуле Путин требовал сократить украинскую армию до 85 тысяч. Когда его войска стояли под Киевом, он вообще требовал 50 тысяч. Но когда их погнали в шею, он чуть снизил планку. Сейчас ему предлагают признать армию один только сухопутный компонент, который в 3-4 раза больше предлагаемого в Стамбуле. А большая современная оснащенная армия – главный гарант суверенитета Украины, пишет Бытили. Путин не признает Украину как суверенное независимое государство. Ни в границах 91-го, ни 22-го, ни 25-го. Он в принципе не признает право Украины на существование. Поэтому признать украинскую армию равно признать суверенитет Украины, равно поражение Путина в войне, считает Бытили. Путин это никогда не подпишет. И Трамп опять-таки наивен, если всерьез думает, что сможет заключить эту сделку с таким пунктом без серьезного давления на Кремль. Но если мы смотрим с украинской точки зрения, то данный пункт должен идти пунктом 1 в любой приемлемой для Украины сделке, еще и быть прописан жирным капсом, полагает он. Другие пункты по Блумбергу. США хотят, чтобы Москва вернула Украине Запорожскую АЭС при условии, что станция перейдет под американский контроль. Тогда она сможет вырабатывать электроэнергию для обеих сторон. США также хотят обеспечить свободный проход Украины по Днепру, там, где по нему проходят линии разграничения в Херсонской и Запорожской областях. Это, кстати, отмечает Бытили, тоже очень важный пункт. Это значит, что США не признают хотелки Путина отдать ему Херсон и Запорожье ни де юре, ни де факто. Это значит, что Трамп не согласился на то, что ему предлагал промытый Путиным Уитков в качестве самого быстрого пути к окончанию войны. Конечно, опять же, при условии, что все именно так, как пишет Bloomberg, делают оговорку Бытили, но они первыми написали о Крыме. Это одно из, я бы сказал, топ-3 наиболее авторитетных американских изданий, которым действительно можно доверять. США хотят, чтобы Россия покинула оккупированные территории Харькова
Харьковской области. Это еще один пункт по Блумбергу. Тоже важный пункт, отмечает Бытили. Не просто заморозка, а Украина еще и вернет часть территорий. Путин на все это не пойдет, подводит он итог. И вопрос, как всегда, что тогда сделает Трамп. Но все вышеперечисленные требования в том виде, в котором они изложены, адекватные и положительные для Украины, считает он. Интересно, что американский мирный план, похоже, не единственный. Владимир Зеленский прокомментировал переговоры в Лондоне с участием представителей США, Украины и Европы. По его словам, документ с предложениями, которые появились в результате переговоров в Лондоне, теперь находится на столе у Дональда Трампа. Накануне пресс-секретарь Белого дома заявила, что терпение Дональда Трампа на исходе, так как Зеленский, по мнению Вашингтона, движется в неправильном направлении, когда речь идет о мирных переговорах. Так это не работает. Если Россия говорит, что готова прекратить огонь, она должна прекратить массированные удары по Украине. Но терпение – это у украинцев заканчивается терпение, потому что именно мы подвергаемся нападению, и никто другой, ответил на пресс-конференции в ЮАР Зеленский. Трамп, в свою очередь, заявил, что следующие несколько дней будут очень важны для прекращения войны России и Украины, а прямо сейчас имеют место некие встречи. Он не пояснил, что имеет в виду. После переговоров за закрытыми дверями Дональд Трамп и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере снова вышли к журналистам. Президент США опять спросили о его попытках остановить войну в Украине и как долго он намерен продолжать эти усилия. На вопрос о том, насколько жестко его администрация готова добиваться прекращения огня от России, Трамп ответил: «Вы не представляете, какое давление я оказываю». И тут надо сказать, что действительно я не представляю, и много кто не представляет, потому что снаружи выглядит, что его в принципе нет. Ночной удар по Киеву Трамп не считает препятствием для мира. Присутствующий на пресс-конференции госсекретарь Марко Рубио назвал этот удар ужасным, но также сказал, что эту войну можно закончить. Вопрос о выходе США из переговоров в случае отсутствия соглашения нужно будет задавать через 2 недели, также сообщил Трамп. Это что-то похожее на срок. Напомню, что ранее в Госдепе назвали сроки до конца апреля, но, похоже, они в очередной раз были сорваны. Удар по Киеву, видимо, особо не повлиял на отношение Трампа к происходящему. «Я думал, — сказал он, — что с Зеленским будет легче договориться, но оказалось сложнее», — рассказал президент США. По его мнению, РФ готова, и многие это говорят, что Россия хочет пойти на все. И я думаю, что мы достигли соглашения с Россией, мы должны договориться с Зеленским. Я думаю, что у нас есть договоренность с Россией, нам нужно договориться с Зеленским. Я думал, что с ним будет легче договориться, но оказалось сложнее. Я думаю, что у нас будет соглашение с обеими сторонами, сказал он. А кто эти люди, которые говорят, что Россия готова договориться, я не знаю, кого Трамп имеет в виду. Все, кого я знаю, все публичные аналитики, все медиа мира говорят о том, что нет, проблема в России. Трамп добавил, что его мнение обусловлено тем, что США уже потратили много денег, но речь тут скорее идет о человечности и судьбах многих людей. Тем не менее, реакция Трампа на массированный удар РФ по Украине все же была. Он написал: «Я недоволен российскими ударами по Киеву. Это не нужно и крайне неуместно. Владимир, хватит. Каждую неделю погибают 5000 солдат. Давайте, наконец, заключим мирное соглашение», написал президент США в своей соцсети Truth. Это породило кучу мемов, потому что, по факту, это единственное давление, которое оказывал Трамп. Мой любимый из этих мемов — это клип Майкла Джексона, где он вот так вот опускает автомат, значит, солдата. И, значит, вот это «Владимир, стоп» к этому добавили. И, что называется, это не тот уровень давления, который может повлиять на российского диктатора. Судя по всему, это единственное то давление, которое Трамп собирается на него оказывать, писать твиты. Но вернемся к вопросам в Белом доме. Журналистка спросила Трампа, подразумевает ли его план, что Крым будет признан российским, на что тот ответил, что просто хочет, чтобы война закончилась, ему все равно, придут ли стороны к такому соглашению. Возвращаясь к вчерашнему скандалу о непризнании Украины и аннексии Крыма, президент Украины Владимир Зеленский ответил на критику Дональда Трампа, напомнив о заявлении администрации первого президентского срока Трампа о непризнании российской аннексии. В соцсети Twitter Зеленский напомнил о встрече в Лондоне представителей Украины, США, Великобритании, Франции, Германии в Лондоне, на которую не приехал глава Госдепартамента США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уитков. «Сегодня было много эмоций», — написал он, — «но хорошо, что 5 стран встретились, чтобы приблизить мир. Украина, США, Великобритания, Франция и Германия. Стороны высказали свое мнение и с уважением восприняли позицию друг друга. Важно, что каждая страна была не просто участником, а внесла свой весомый вклад», — написал Зеленский. Американская сторона поделилась своим видением. Украина и другие европейские представили свой вклад, и мы надеемся, что именно такая совместная работа приведет к прочному миру. Мы благодарны партнерам. Украина всегда будет действовать в соответствии со своей конституцией, и мы абсолютно уверены, что наши партнеры, в частности США, будут действовать в соответствии со своими твердыми решениями, добавил украинский президент. Вместе с постом он опубликовал скриншот Крымской декларации заявления госсекретаря первой администрации Трампа Майка Помпео 2018 года, которая подтверждала непризнание российской аннексии Крыма.
Крымская декларация была издана Госдепом США в июле 2018 года, через 10 дней после встречи президента Трампа с Владимиром Путиным в Хельсинки. Тогдашний госсекретарь Майкл Помпео подтвердил, что США отказываются признавать претензии Москвы на территорию, захваченную ею путем вторжения в Украину, в нарушении международного права, согласно которому ни одна страна не может силой изменять границы другой. Вместе с союзниками, партнерами и международным сообществом Соединенные Штаты отвергают попытку России аннексировать Крым и обязуются поддерживать эту политику до восстановления территориальной целостности Украины, говорится в декларации первой администрации Трампа. И вы знаете, вот этот разговор вокруг Крыма мне эти дни не давал покоя. Потому что я все никак не мог понять, почему у Трампа с Зеленским такая пикировка по нему. Ведь они даже друг другу не противоречат. Зеленский говорит, что Украина никогда не откажется от своих территорий, что было и остается красной линией для Киева. Трамп пишет, что Украину никто не просит признавать Крым российским. В чем противоречие? Во всех материалах американских изданий писалось, что США предлагает в сделке, чтобы именно Америка признала Крым, а не Украина. Ну отлично, хоть и невероятно подло, безусловно. Пусть США признает, что хочет. Если Трамп не уничтожит Штаты за 4 года, то следующий президент все отменит. Ну а если уничтожит ее влияние, экономику, институты, то и хрен с ним, на Америку будут ориентироваться все меньше. Но изучив все, что доступно, я, кажется, наконец-то понял, в чем причина накала по этому вопросу. Допустимость признания США где будет прописана? В договоре России и Украины. А подпись чья будет стоять? Президента Украины. То есть в этой сделке президент Украины признает, что часть Украины ею не является. Да, пусть только для США, но тем не менее это полное нарушение красных линий. Путин и Трамп хотят заставить Зеленского подписать документ, которым он поставит под сомнение территориальную целостность Украины. И неважно, написано там про признание Крыма российским со стороны США или Папуа-Новой Гвинеи. Украина не может на это пойти, причем и с точки зрения ее конституции, и с точки зрения утилитарной. Такое действие по своим последствиям равноценно признанию непосредственно Украины, Крыма российским. Интересно, понимает ли это Трамп? Но это точно понимает Путин. Возможно, именно на это он рассчитывал, соглашаясь, если верить Financial Times, на сделку. Короче говоря, как сказал Зеленский и неоднократно говорила Украина, ни в каком виде Киев не откажется от территорий, даже в таком завуалированном. И знаете, что интересно? Решается это все довольно просто. США и РФ легко могут заключить соглашение между собой, что в случае прекращения войны Америка признает Крым. Это все еще подлость и бред, но в этом весь Трамп. Все, проблема решена. Украине не надо подписывать признание Крыма не украинским, чего она никогда не сделает. Но цель Путина не в том, чтобы решить эту проблему, а наоборот. Возможно, он хочет таким образом продавить тараном, вот через эту подпись Зеленского, отношение к Крыму в принципе и поставить под сомнение с международной точки зрения, собственно, территориальную его принадлежность. А возможно, он настаивает на этом пункте, специально зная, что Зеленский просто не имеет права это подписать. Опять же, не по моральным соображениям, ему это запрещает Конституция. И более того, это может нести невероятно тяжелые последствия для Украины, которые я описывал в видео, посвященное всем этим переговорам. Да? Там я говорил про случай, если Украину вынуждают признать Крым российским, непосредственно Украину, но если будет документ, в котором будет подпись Зеленского, где написано, что территориальная целостность Крыма по территориальной целостности Украины под вопросом, даже в условиях признания США, а не самой Украины, это будет иметь ровно тот же эффект и те же опасности, о которых я говорил в том видео, посмотрите, если пропустили. В общем, не знаю, насколько теория покажется вам стройной, но для меня она объясняет этот странный биф последних дней, который, казалось бы, построен вокруг позиций, которые друг другу не противоречат. Противоречат. И противоречат очень сильно. И позиции, и противоречит украинской конституции, и противоречит интересам Украины, связанным с тем, чтобы просто выжить. Да? Это очень сильно ставят Украину под угрозу. В администрации Трампа, между тем, опровергают сообщения об очередном пророссийском вопросе от Уиткофа. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что США не планируют снимать санкции с Северного потока-2 и других энергоактивов России. Ранее об этом писало издание «Политико». В материале говорилось, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткоф был главным сторонником такой идеи и поручил своей команде составить список всех ограничений, наложенных США на российские энергоактивы. Издание отметило, что популярности идея Уиткофа в Белом доме не снискала, а Рубио якобы попытался и вовсе сорвать ее. Это однозначно ложь. Ни Стив Уиткоф, ни я не вели никаких разговоров об отмене санкций против России как части сделки с Украиной. Это журналистская недобросовестность. Если у издания есть хоть капля честности, они полностью опровергнут эту выдумку, написал Рубио. Ну, изданию верим больше, чем Рубио, естественно, потому что уже много раз видели, как администрация Трампа врет на голубом глазу.
Если вам интересно, почему Вытков такой дебил и абсолютный путинист, посмотрите видео про него. Он вообще не имеет никакого профильного опыта, он никакой не переговорщик, он просто девелопер из Нью-Йорка, с которым Трамп всю жизнь в гольф играл. Все. Ну, как бы, это единственная причина, почему он вообще есть в администрации Трампа и почему он занимается тем, чем занимается. Как бы, я верю, что Трамп хорошо относится к своему другу, но как бы не надо ставить друзей на высокие посты только потому, что они друзья. Мы уже знаем, чем это кончается, и видели это неоднократно. И как говорил Ли Куан Ю: хочешь, чтобы в стране все было хорошо и не было коррупции, посади 3 своих ближайших друзей. Ну, может быть, Трамп, если он захочет стать на путь нормальный, на путь того, чтобы действительно сделать Америку великой или хотя бы такой же нормальной, как она была, с точки зрения экономической, с точки зрения влияния и авторитета, то это один из путей, по которым он может пойти. Ну, поживем, увидим, что называется. Перед тем, как мы двинемся дальше, я напомню, что вы можете поддержать этот канал еще и финансово. Сделать это можно на Патреоне, например, ссылка на него в описании. Это площадка, где вы выбираете определенный уровень поддержки и получаете бонусы. Чат наш совместный с патронами, где мы с ними обсуждаем всякие штуки. Сегодня утром вот Средневековье обсуждали. Это ваше имя в конце видео. Кстати, если вы на уровне подписки, который это предполагает, но ваше имя не появилось в конце видео, напишите мне на Патреоне, я внесу все необходимые правки. И закрытые трансляции для патронов. Вот, надеюсь, что скоро мы с вами проведем еще одну такую. Есть материальчик, который мы можем с вами совместно посмотреть. Мне кажется, это будет достаточно интересно. В общем, ссылка на Patreon в описании. Поддерживайте там этот канал. Также вы можете купить NVPN. Это не просто поддержка, это конкретный хороший продукт, который позволяет вам обходить блокировки. Этот продукт делаю я, поэтому несу за него ответственность. Очень переживаю за его качество, переживаю в том смысле, что слежу, чтобы все было на уровне, чтобы все работало, чтобы служба поддержки отвечала и так далее. И у нас все работает. Мы действительно обходим все блокировки. Роскомнадзору не получается нас загасить. Поэтому, если вам нужен надежный VPN, в котором вы уверены, и который вы знаете, что, покупая его, вы еще и поддерживаете этот канал, то ссылка на него в описании. На покупку можно с рублевых карт через звезды Telegram, можно с зарубежных. Это все легально. В России разрешено покупать VPN и пользоваться VPN-ами. Поэтому приобретайте по ссылкам в описании, очень поможете каналу. Ну а мы двигаемся дальше. По-настоящему плохая новость пришла из Европы. Затрещал по швам план размещения в Украине общеевропейских сил заверения после подписания мирного договора. Великобритания, вероятно, может отказаться от планов отправить 1000 военных для защиты Украины, поскольку такие действия считаются слишком рискованными. Об этом сообщает Times. Отмечается, что изменение формата военной поддержки может вынудить Москву пересмотреть свои красные линии для достижения мирного соглашения. Британские и французские военные инструкторы должны быть направлены на Западную Украину. Это будет отвечать обязательствам по военному присутствию на территории страны, однако инструкторы не будут находиться вблизи фронта, не будут охранять стратегические объекты и не будут непосредственно защищать украинские войска. Предполагается, что самолеты будут обеспечивать прикрытие с воздуха для западных войск на земле. В свою очередь, Турция будет выполнять ключевую роль в морской компоненте операции, которая сейчас находится на стадии планирования. Поставка оружия из Великобритании и стран Европы будет продолжаться, чтобы Украина сохраняла сильную позицию в случае нарушения России условий возможного мирного соглашения. Хотя пока окончательные решения не приняты, Министерство обороны Британии отмечает, что страна не отказывается полностью от идеи направления войск в Украину в той или иной форме. Один из дипломатических источников, вовлеченный в обсуждение в коалиции желающих, сообщил о планах привлечения десятков тысяч сухопутных военнослужащих. Риски слишком высоки, а существующие силы недостаточны для такой задачи. Впрочем, в Украине есть опасения, что иностранные тренировочные контингенты могут быть выведены при первых признаках опасности, ровно так же, как это произошло с британскими военными накануне полномасштабного вторжения. Как отметил дипломатический источник в комментарии Times, мы будем менять нашу позицию, но мы хотим, чтобы Москва нарушила свои красные линии. Очень странная позиция, честно говоря, учитывая, что европейский контингент необходим, чтобы предотвратить войну, сделав риски возобновления боевых действий неприемлемыми для России, а любое его ослабление фактически развязывает руки Кремлю. Возможно, дело в отсутствии согласия США оказать европейскому контингенту логистическую и другую поддержку, без которой тот станет недееспособен. В любом случае, Украина вряд ли согласится на такие слабые гарантии безопасности. Главное управление разведки Украины утверждает, что провело операцию по уничтожению российского истребителя Су-30СМ на аэродроме Ростов-на-Дону Центральный. Изученные радио «Свобода» спутниковые снимки подтверждают следы пожара на месте стоянки самолета. На видео, опубликованном военной спецслужбой, показан самолет с бортовым номером 35 на стоянке. Рядом с ним видны блики от огня и дым. В сообщении ГУРа не говорится
говорится прямо, идет ли речь об акции саботажа. Сравнение спутниковых снимков аэродрома за 19 и 24 апреля подтверждает, что на указанном украинской разведке месте стоянки самолета между этими датами действительно произошел пожар. Его следы видны на сегодняшней фотографии. Впрочем, в Z-каналах утверждают, что на самом деле подожжен был списанный Су-27, который, судя по спутниковым снимкам, стоял на одном и том же месте уже 4 года. При этом отмечается, что это уже 8-я подобная акция при поддержке украинских спецслужб, то есть налаживать охрану аэродромов так и не научились. Также поступила пока не подтвержденная информация об успешных ударах Украины по объектам в Крыму. Об этом заявляют в канале Exile Nova. Вот что там пишут. Комбинированный налет по территории временно оккупированного Крыма 21.04.2025. Удар был нанесен с применением ударных БПЛА разных типов, а также с привлечением дронов «Камикадзе» в паре с катерами без экипажа. По нашей информации, были уничтожены или повреждены РЛС СТ-68 УМ 23 числа, ЗРК ТОР, модификация уточняется 22, РЛС П-18-2 и машина снабжения 21 апреля. Напомним, после успешного поражения вражеских систем ПВО в течение предыдущих дней, вечером 23 апреля по территории Крыма был нанесен комбинированный ракетный и дроновый удар. Последствия уточняются. Канал Око Гора распознал на опубликованных кадрах РЛС СТ-68 и упавший украинский дрон Ксаги-20, которые ранее успешно применялись по Крыму. Использовавшаяся в российском ударе по Киеву в ночь на 24 апреля ракета была северокорейской, сообщил источник Рейтер. По данным киевского собеседника агентства, это была баллистическая ракета КН-23. Как известно, они куда менее точны, чем их российские аналоги, поэтому применение такой ракеты по городу практически автоматом превращается в военное преступление, что мы, собственно, и наблюдали, когда одна из таких ракет попала в многоэтажку в Святошинском районе украинской столицы. Комментируя ночные обстрелы, Минобороны России заявила, что удар был высокоточным и нанес ущерб предприятиям ВПК. Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, беспилотными летательными аппаратами по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины, производства ракетного топлива и порохов. Цели удара достигнуты, все объекты поражены, пишет российская сторона. Около разрушенного от обстрела дома в Киеве вчера с самого утра стояли школьники и их учительница. Они пришли туда в поисках их 17-летнего одноклассника. Парень с ночи не выходил на связь. Дети показывали спасателям фотографию одноклассника, чтобы те смогли опознать его и собрались в ожидании, что их друг будет жив. Рассказывая об этом, украинская журналистка не смогла сдержать слез, и я ее понимаю. Позднее в ГСЧС подтвердили гибель подростка, передает Укринформ. Всего же число погибших в Киеве возросло до 12 человек. Как мы знаем, пострадал не только Киев. Атака на Украину в ночь на четверг была сложной, комбинированной. Так ее описывает один из украинских мониторинговых каналов. Ракетно-дроновая атака 23 на 24. Врагом было применено крылатой ракетой Х-101, запущенной бортами Ту-95МС из Волгоградской и Саратовской областей России. Крылатые ракеты морского базирования 3М-14 комплекса «Калибр», запущенные флотом из акватории Черного моря. Баллистические ракеты типа «Искандер-М» или КН-23, запущенные из Воронежской области РФ. Авиационные крылатые управляемые ракеты Х-59 и Х-69. Ударные БПЛА типов «Шахед», «Герань» и «Гербера» и другие. Под ударом находились Киев, Харьков, Павлоград, Житомир, а также агломерации области. Атака была комбинированной, сложной, с расчетом на одновременное приближение средств воздушного нападения разных типов. Известно о погибших и большом количестве пострадавших. Ракетная атака продолжалась в несколько этапов. Первая атака крылатых ракет 49 минут с 00:28 по час 17. Атака баллистики 31 минута с часа 05 до часа 36. Вторая атака КР 40 минут с 3:46 по 4:26. Третья атака КР 1 час 15 минут с 4 утра по 5:15 утра. Четвертая атака КР 39 минут с 5 утра 17 до 5 утра 56. Атака БПЛА длилась 11 часов 25 минут с 19:03 по 6:28. Харьков также подвергся налету 11 ракет и 14 беспилотников. Пострадали 6 человек, среди них один ребенок. Были повреждены многоэтажные частные дома, учебные заведения, объекты инфраструктуры. В воздушных силах ВСУ сообщили о перехвате 48 из 70 ракет. Цифры впечатляют, но полностью избавиться от вражеских ракет удается редко, особенно в таких сложных условиях, поэтому некоторые все же достигают своей цели, в том числе мирных жителей. Зеленский прокомментировал российскую атаку. 44 дня, как Украина согласилась на полное прекращение огня и ударов. 44 дня, как Россия продолжает убивать людей и избегать жесткого давления и ответственности за это. Более 80 человек ранены по всей Украине в результате ночных российских атак, заявил Зеленский. Очень важно, чтобы все в мире видели и понимали, что происходит на самом деле. Приблизительно 70 ракет, в том числе баллистические, еще около 150 ударных беспилотников. К сожалению, много разрушений. Продолжаются спасательные операции, разбирают завалы домов. По состоянию на данный момент, когда написал
более 80 человек ранены по всей Украине. Всем оказывается помощь. К сожалению, в Киеве 9 человек погибли. Тогда писал он: мои соболезнования родным и близким. Был доклад военного командования, поручил министру обороны Украины немедленно связаться с партнерами по поводу наших запросов об укреплении ПВО. Сегодня проинформирую президента ЮАР Рамафосу, который председательствует в группе 20 о ситуации нашей потребности в активизации глобальных дипломатических усилий. Прекращение ударов требуется немедленно и, безусловно, рассчитываем также на помощь в гуманитарных вопросах, возвращении наших пленных и похищенных Россией детей. Часть программы этого визита отменяю после встречи с президентом ЮАР, немедленно возвращаюсь в Украину, написал он. Это не военные объекты, это удар не по производствам, не по военным цехам, это удар террористический, удар по городам, чтобы запугать население, чтобы заставить украинцев желать капитуляции, чтобы заставить украинцев давить на свою власть, чтобы та сдала все, что угодно, лишь бы агрессия прекратилась. Россия уже пыталась это сделать. Россия делает это с зимы 2022-2023 года. Террор, целенаправленный террор мирного населения. И, собственно, пока Россия к успеху с этой тактикой не пришла. Украинцы становятся лишь злее, потому что агрессор, Россия, убивает их, родных и близких. И делает это для того, чтобы их запугать, не имея, по сути, военной цели, в данном контексте чисто кристальной военной цели, а имея цель террора для того, чтобы запугать население. Теперь перейдем к тому, что происходит на линии фронта. В Z-каналах негодуют по поводу того, что в Минобороны, видимо, стремясь побыстрее отчитаться о зачистке Курской области, взяли в кредит село Олешня. Вот что об этом пишет латвийский военблогер-перебежчик Кирилл Федоров. Села берутся задним числом, пишут нам с передовой бойцы, которым мы с вами помогаем. Дело в том, что иногда наверх преждевременно докладывается об освобождении населенных пунктов, в которых или до сих пор идут бои, или только начинается операция по освобождению. И дальше он приводит. Я лесопилки еще вокруг Олешни сношу под пень, чтоб тварям держаться негде было, а доклады уже прут, что взяли. Стоит ли говорить, что это может затруднить нашим воинам выполнение задач? Да и репутационные потери никто не отменял. МО России заявила об освобождении? Заявила. А почему в сети кадры появляются, что за него до сих пор идут бои? В данном случае речь идет про Курскую область. Олешню еще не взяли, но Горналь – последнее село. Хотя такое встречается и на других участках фронта, пишет Федоров. Хватит лжи и красивых докладов. На кону стоят жизни наших ребят, с этим не шутит. Выпьет Федоров, как будто жизни наших ребят хоть как-то волнует российское военное руководство. Или самого Федора, который на этом просто делает деньги и покупает Феррари. На западном фланге Покровского направления продолжаются российские наступательные действия, сообщает украинский военный, автор телеграм-канала «Офицер». Противник продолжает продвижение в сторону Днепропетровской области, пишет он. За последнюю неделю в районе Успеновка-Надеждинка враг имеет продвижение, в том числе и в самих населенных пунктах. В данной полосе враг с утра начал штурмовые действия с привлечением БМП, ЛАД и мотоциклов. Продолжается утилизация. Противник действительно концентрирует усилия всего направления для движения в сторону админграницы области для того, чтобы оказать показательную победу до 9 мая, что вряд ли у него получится, и для перерезания трассы Покровск-Павлоград, которая и так сейчас находится под огневым контролем врага, заключает офицер. Тут надо дополнительно отметить, что продвижение границы Днепропетровской области с военной точки зрения имеет никакого смысла. Там ничего нет. Это абсолютная ахинея. И, собственно, в принципе, в войне, если вы там захватываете село в этой административной территории или в этой, это не имеет никакого значения. Это ни на что не влияет с военной точки зрения, потому что там посадка, везде посадка. Село везде село. Более того, Россия разрушает все, до чего доходит. Поэтому это не имеет никакого отношения к реальным боевым успехам. Это имеет отношение к успехам политическим и информационным. Задача России — дойти до границы, сказать, мы зашли в Днепропетровскую область и, как планирует Россия, породить панику, значит, в украинских медиа, в украинском обществе. То же самое было с Харьковской областью, то же самое они пытаются сделать с Сумами, но, как вы видите и как вы знаете, это ничего не меняет, это ни на что не влияет с фактической точки зрения. Удастся ли им информационно это продавить, удастся ли им продавить это в украинское общество, как вот, смотрите, все совсем плохо, Россия дошла до Днепропетровской области? Большой вопрос, у меня на него нет ответа, но надеюсь, что жители Украины не поведутся на российскую информационную провокацию, а украинские бойцы нашпигуют как можно больше российских оккупантов. Украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказывает, что на Торецком направлении действуют 51-я и 8-я общевойсковые армии из состава группировки войск «Юг».
Первая из них ранее была известна как Первый армейский корпус народной милиции ДНР. Российские войска на этом направлении продвигаются по линии Дружба-Дылеевка, а также пытаются захватить сам Торецк и пригородные села Дачное и Крымское. К юго-западу от города ВСРФ наступают на Романовку по направлению Константиновки, а также стремятся срезать выступ южнее Старой Николаевки. За последнее время им удалось продвинуться на 1,5 километра в районе Дружбы, взять Сухую Балку, а также продвинуться к западу от Торецка и на направлении Нелеповка-Щербиновка. Эти успехи Машовец объясняет в том числе недавним вводом в бой 150-й мотострелковой дивизии 8-й армии, но в то же время отмечает, что текущий темп наступления выбивается из графика предстоящей операции по прорыву Константиновки и Дружковки. Вчерашнее заявление Владимира Путина о миллионах дронов для российской армии вызвало у военных живой отклик, пишет исследователь Z-животных Иван Филиппов, то есть уже позавчерашнее заявление. Он обратил внимание на письмо командира взвода БПЛА, которое публикует канал «Рамзай» самопровозглашенного российского военного эксперта Владислава Шурыгина. Обсуждаем с коллегами пришедшее в личку письмо с фронта, пишет Шурыгин и приводит далее текст письма. Добрый день. Решил вам написать после прочтения новости о наращивании производства дронов, как поручил главный. Я командир взвода БПЛА, нахожусь на СВО. Дефицит FPV-дронов просто колоссальный. Могут выдать 60 дронов аж на целую дивизию. Но это только вершина айсберга. Вы бы знали, как их распределяют в войсках. У офицеров, ответственных за начальное распределение уровня округ, армия, складывается ощущение, что вообще нет никакого понимания об БПЛА. Нынешняя ситуация – это одним ружье, другим патроны. В одни подразделения приходят новые модификации дронов, в другие – наземные станции управления. Ни те, ни другие без совмещения применяться не могут. Мало того, командование еще давит на расчеты и грозит штурмами за то, что они не могут применить только что выданные дроны. Все из-за того, что у командного состава нет в принципе понимания, как это работает. Украинцы же могут, а вы криворукие. Мало того, только пилоты начинают успешно применять новую модификацию, как им выдают еще новее. Приходится заново привыкать к особенностям и терять дроны на подлете. Спрашиваю производителя, зачем вы шлете новую модификацию, которая не летит, когда старая применяется прекрасно, все летит и поражает. А производитель отвечает, что на нас давят сверху из министерства, мы обязаны постоянно что-то менять, а в итоге эффективность применения равна нулю. Обучения на новые модели тоже никакого нет. Успешно летают на бумерангах, бах, нате вам скропу. А как летать? Где НСУ от нее? Как лучше настроить? Вам дроны дали, летайте мозги, а после скопа могут дать Алюшу или Аляску, и в итоге опять эффективность равна нулю, пока разберутся, пока найдут НСУ или перепаяют часть дрона, чтобы применять на другом НСУ. Я даже составил список проблемных вопросов во взвода БПЛА, если интересно, могу вам в личку отправить, поэтому дело далеко не в количестве, а в качестве продукции и подходу к распределению, отмечает собеседник Шурыгина. На войне в Украине тем временем могли пропасть без вести более 58 тысяч российских солдат. Верстка проанализировала данные проекта «Хочу найти», в которых обращаются родственники военных. С начала 2024 года украинский проект «Хочу найти» получил более 84 тысяч заявок на розыск пропавших российских военных. Имена как минимум 58 тысяч из них удалось обработать к апрелю 2025 года. Верстка изучила статистику, и вот что удалось выяснить. Реже всего на войне пропадают офицеры. На них приходится лишь 1,5% всех обращений, в то время как на военнослужащих, занимающих неофицерские звания, больше 61. Самому младшему из пропавших российских военных на момент исчезновения было 18 лет, а самому старшему 67. Разыскивают военных чаще всего их жены и сестры. Отцы фигурируют в чуть более 1% случаев. Наибольшее число пропавших пришлось на период с 5 по 11 августа 2024 года, одновременно с началом боев в Курской области и продолжающейся атаки на Покровск. Ни до, ни после этой недели проект не фиксировал такой резкий рост исчезающих. Причинами исчезновения военных становятся не только тяжелые бои, но и жестокость командиров. Одних намеренно забрасывают в штурмы, где невозможна эвакуация, других обнуляют, а тела закапывают в полях или сжигают. Как относиться к какому-нибудь штурмовику, который где-то погиб? Это просто цифра, о которой мы докладываем дальше в дивизию и забываем про него, рассказывает собеседник Верстки в роте БПЛА. На стороне России также воюют наемники, причем минимум из 48 стран. Важная история, идентифицировали 1500 из них и выяснили, как работает вербовка иностранцев в Москве. Путин говорит, что Россия не нуждается в иностранных наемников. У нас нет такой необходимости приглашать для боевых действий людей со стороны. Но только с апреля 23 по май 24 через московский пункт вербовки в армию могли набрать более 1500 иностранцев, выяснили важные истории из утечки ЕМИАС. Больше всего наемников отправились в Россию из Непала. Столичный пункт вербовки посетил как минимум 603 человека. В конце 23 года власти Непала попросили Кремль не набирать их граждан в армию РФ, но вербовка продолжилась. Россия не сообщает родственникам непальцев об их судьбе. И в марте 25-го семьи погибших и пропавших без вести наемников даже приехали в Москву требовать компенсаций. За армию России воюют десятки граждан Евросоюза, а в прошлом году вербоваться пришли минимум 2 американца. Так в пункте вербовки отметился полный тезка ветерана 82-й десантной дивизии США, 30-летний Мэтью Кайла Дуброна из Невады. Воевать за Россию едут граждане Великобритании, Франции, Бельгии, Италии и
Австрии. Так, в феврале 24-го на пункт вербовки пришел 21-летний француз Жан Климан. Его мать, социолог Элен Климан-Питио, регулярно ходит в эфиры Russia Today и выступала на одной конференции с Александром Дугиным. На войну активно вербуют и выходцев из стран Ближнего Востока: Египта, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Турции, Алжира и других стран. Так, контракт подписал 26-летний сириец Амаран Хада, который бежал в Россию, чтобы не служить в армии Башара Асада. Еще один источник для вербовки — неблагополучные страны Африки — Гана, Камерун и Сенегал. 25-летний Джозеф Дезаир пока прилетел из Камеруна на саммит «Россия-Африка» под лозунгом «За мир, безопасность и развитие», а после отправился на пункт вербовки на войну с Украиной. В Z-сообществе тем временем возмущены решением суда по делу опального генерала Попова. Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил Попова к 5 годам колонии общего режима по статье о мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. Также ему назначили штраф 800 тысяч рублей. Кроме того, суд лишил Попова звания генерала. Также суд отклонил просьбу бывшего командующего 58-й армии генерала Ивана Попова об отправке на фронт из-за отсутствия вакансий, сообщил РБК его адвокат Сергей Буйновский. Да, подтверждаю, по причине отсутствия вакансий ему отказано, сказал правозащитник. Для еле передвигающих ноги инвалидов вакансии есть, для замордованных срочников вакансии есть, для иностранцев из Непала и Сенегала вакансии есть, даже для других зэков есть, а для генерала Попова нет, так и запишем. Внимание, готовьте попкорн, сейчас будет порция чуть-чуть отборного Z-нытья, собранное изданием агентства. Юрий Подоляка на 3 миллиона своих подписчиков назвал прошедший процесс судилищем. Никто меня не заставит поверить в справедливость этого приговора. Заказуха там лезет из каждой щели. Воров из замов бывшего МО РФ, которых обвинили в коррупции и огромном воровстве, воинского звания не решают. Причем я уверен, что кое-кого из них еще очень быстро отмажут через СВО, написал блогер. Видимо, у нас много генералов с боевым опытом и уважением в войсках, раз можно так на 4-й год войны кадрами разбрасываться, написал канал «Два майора», больше миллиона Z-подписчиков. Авторы канала понадеялись, что Попов снова окажется на войне, пусть и рядовым. Возвращение генерала на фронт не исключило канал «Военный осведомитель». Судилищем и сведением личных счетов процесс назвал Зергулио. Канал «Алекс Паркер Returns» написал таким образом: все, кто отразили контрнаступление украинцев и фактически спасли сраму неимущего Пыпу от позора и разгрома, теперь либо убиты, как Пригожин, либо сидят, как генерал Попов, либо отправлены в ссылку с полным запретом на медийную деятельность, как генерал Суровикин. Это какой-то позор. Сотрудник ВГТРК Александр Сладков предпочел воздержаться от комментариев решения законной инстанции, но по поводу самого Попова написал, что судьба тяжелая, но это еще не конец жизни. Подробнее с реакцией Z-сообщества на Попова мы ознакомимся с вами в отдельном видео, потому что, как вы помните, сколько бы Z-канала не писали, что сообщили, что его отпустят, мы надеемся на справедливое решение, его отправят на войну, все, договорились, я вам всегда говорил из ролика в ролика: генерала Попова посадят. Это логика системы, несмотря на то, что я вообще очень рад, что его посадили, не только потому, что он убийца вонючий и должен сидеть в тюрьме, но и потому, что это действительно толковый генерал. К сожалению, в российских войсках иногда такие есть. Поэтому очень классно, что он теперь будет сидеть. И я говорил в реакции на все эти Z-штуки, потому что процесс-то шел какое-то время, его выпускали, сажали туда-сюда, что генерал Попов будет сидеть в тюрьме. Потому что так работает система. Он перешел дорогу Герасимову. Герасимов выше его по иерархии, а значит, Герасимов его посадит. Все. Никакая общественная огласка, никакой Подоляка, никакая вот вся эта хреномундия не поможет. При том, что, помните, как зетники писали: Путин поручил разобраться в деле, Путин сам занялся делом Попова. Хрен вам! Будет сидеть Попов, и каждый из вас рано или поздно, те, кто доживут. В общем, ладно, про Попова и про реакцию на это поговорим в отдельном видео, потому что, конечно, очень приятно все это наблюдать, очень приятно, как взрываются пердаки у зетников. Это всегда такое маленькое утешение в этой жизни, наполненное кровью, смертями и беспределом, отсутствием справедливости. Хоть чуть-чуть она где-то иногда проявляется. Мать военнослужащего Виктора Яковлева, 87-го года рождения, из подразделения «Шторм-Z» добровольческой разведывательной штурмовой бригады «Невский», тем временем рассказала о произволе в отношении добровольцев, прибывших на службу из мест заключения. Женщина сообщила, что Виктор получил тяжелые ранения, после которых стал инвалидом. Когда она начала поднимать вопрос о выплатах и социальных гарантиях, то выяснилось, что ее сына вместе с другими заключенными перед подписанием документов избили, после чего они подписывали все не глядя. Их привезли в ростовский ангар для подписки контракта. Но оказалось, что они подписывали не контракт, а какое-то соглашение, так как их избивали дубинами, заставили подписывать кучу бумаг. В результате женщина не смогла добиться даже выплат за ранения. Также у моего сына не оплачены никакие деньги, ни заработной платы, ни губернаторских, ни вообще ничего никаких, ни 3 миллиона. Пенсия за инвалидность Виктору тоже была назначена гражданская, несмотря на то, что инвалидом он стал после ранения в зоне боевых действий. Размера пенсии не хватает даже на лекарства, сообщает мать. Даже
Пенсию ребенок мой получает как простой человек. Почему он не военную пенсию получает? Почему он получает просто пенсию в 10 тысяч? Мать Виктора также рассказала, что во время поисков сына, который некоторое время был в госпитале как неопознанный, столкнулась с предвзятым отношением к ней, как к матери бывшего заключенного. В Министерстве обороны на ее запрос о статусе сына вместо помощи отвечали, что он, скорее всего, просто сбежал. А когда она прибыла в военную часть 221-79, где числился ее сын, то ей никаких документов не выдали и грубо отказали во встрече с командирами. Там вышел какой-то мужлан и сказал: заковнорожали, приперлись сюда. Какого хрена вы сюда претесь? Чешите отсюда, чтоб я вас близко не видел. Начальник вам не выйдет. Обращение матери в Следственный комитет оказалось безрезультатным. Так кому наши дети нужны, которые воевали, которые отдали честь нашей Родине? Нас таких матерей и наших детей таких очень много. Почти полстраны. Из 600 человек, которые пошли с моим сыном воевать, осталось только 40. Остальные дети погибли. Другой бывший заключенный рассказал о том, как в колониях принуждают подписать контракт. Находившийся под следствием, Вадим рассказал, что как только заключенных доставили в СИЗО, к ним сразу же начали применять пытки с целью сделать условия жизни невыносимыми и принудить к подписанию контракта с Министерством обороны. На самом столе с левой стороны это фалоимитатор, мужской детородный орган, а с правой стороны это лист был. Вследствие, как я потом увидел, это был типа как образец контракта. И начали просто нас опять забивать. Какое-то время все они нас напинали, заходит опять этот ФСИНовец в маске и говорит: у вас, говорит, выбор есть. Говорит: вот, либо будете, буквально скажу, либо есть у вас вот вариант. Замечательно. Возьмите эту бумажку, подпишите, и все будет у вас хорошо. После подписания контракта заключенным выдали форму не по размеру, со старыми пулевыми отверстиями, отправили на обучение под Луганск. Новоиспеченных военнослужащих учили только копанию окопов, и длилось обучение не более 10 дней. Нам выдали лопатки саперные и сказали: копайте. Копали мы траншеи, копали мы окопы, норки копали. И как-то ни у кого даже вопрос, кто-то боялся даже заикнуться, почему мы там типа не тренируемся, не стреляем, ничего. Попав непосредственно на фронт, группа бывших заключенных столкнулась с нечеловеческим отношением командиров, и большая часть военнослужащих погибла. Более того, бойцам даже не выдали боеприпасы, видимо, опасаясь их ответной реакции. Говорит: животные, я вам прямо сейчас вас здесь по мне, говорит, ничего не стоит, что вы там сдохнете, что вы тут сдохнете. Ребята, наверное, метров 100 не прошли. Там и с танков стреляли, и с артиллерии стреляли, и дроны пикировали. То есть, может, метров 100, дай бог, они, наверное, прошли. И все, ребята легли там. Так что учитесь на чужих ошибках, не попадайтесь в российскую армию, не подписывайте контракт, а если вы родители тех, кого к этому принуждают, всячески вмешивайтесь до момента, когда это подписано, и ваших детей отправили в мясорубку, потому что потом они, даже если выживут, будут жить на $100 в месяц на пенсию по инвалидности. Как жить? Выживать. И то с большим трудом. А победобесие продолжается. Новорожденных одевают в военную форму для выписки из Кемеровского роддома. Об этом сообщается в соцсетях областного роддома имени Атаманова. Утверждается, что акция посвящена 9 мая. Обратили внимание медиа 7/7. В ГАУ СКУДПТ имени Атаманова появилась добрая и трогательная традиция выписывать новорожденных не только в нарядных конвертах, но и в миниатюрных пилотках и плащ-палатках, которые с любовью шьют медицинские сестры отделений. Каждая мама может выбрать, надеть ли на малыша этот символический наряд или ограничиться классическим образом. Такая инициатива призвана напомнить о связи поколений, о мужестве защитников Отечества и о том, что даже самый маленький гражданин России – часть большой истории. Кроме того, акция приурочена к году празднования 80-летия Великой Победы, говорится в публикации. Разрушенный Дом культуры в Нижегородской области прикрыли к 9 мая баннером с американскими военными в Афганистане. Баннер появился в городе Балахна. На фотографии оказались американские военные, а не советские. Оригинальный кадр был сделан в Афганистане в 2001 году, отметило местное издание News NN. Позже баннер заменили. Надевают ли плащи-палатки на младенцев китайского производства, шитые, они сшитые медсестрами, или, может быть, пилотки какого-то не того образца, не уточняется. Но в любом случае это все выглядит абсолютно дико, абсолютно пошло и отвратительно. Это буквально плевок в сторону памяти тех, кто отдал свои жизни или готов был отдать свои жизни, борясь с фашизмом. И, конечно, вся память о той войне в России просто растоптана и уничтожена, извращена и перекована на то, чтобы обосновывать нынешний российский фашизм и нынешние российские агрессивные действия. Если бы ветераны были живы, в том числе, наверное, и мои прабабушка и прадедушка, они бы умерли со стыда, что
всю эту атрибутику и все это наследие, историю Великой Отечественной войны используют вот таким образом для оправдания амбиций одного диктатора Владимира Путина, который так переживает за свой дворец, что готов убивать людей в огромном количестве, и своих, и чужих. Ну а с вами был Майкл Найки, и до скорых встреч, всего доброго, пока.